Урметли seyirciler, yayınımızda devam etemiz. Antonio Banderas'la tanış oldunuz. Onun uç meraklı filmleri aslında bir kere hatırlatayım. Desperado, Ateş Kos, sonra ise öyle neler hakkında da filmler. Elbette 13. asker hakkında ve 3. filmini siz de gördünüz, anladınız, hatırınızda kaldı. Bu 3 filmini kıdırıp taparsınız, sonra ise seyretersiniz. Bundan da gayrı yine mümkün koşmağa Shrek adlı multfilmde Antonio Banderas mışıkını seslendirdi. Sonra ise bu mışık hakkında ayrı bir film çıkarıldı. Biz ise medeniyetle tanış etmeye başlayımız. Doğru sözlerini aytasın Ali ve böyle medeni insanlar bizim böyle stüdyamızga teşrif buyurdular. Böyle insanlardan birisi, ben belesem Venera Kurmayeva Akyar'da İzidin adında Kırım Tatar Medeniyeti Gayrideyn Tiklenim Fondu'nun reisi. Ve onun yanında, eğer ben yanlış anlamadım, mezunları Alena Yatsenko. Selam aleyküm, доброе утро. Sabah şefiniz hayırlı olsun. Как добрались? Хорошо. Да, замечательно. Из Севастополя дорога длинная. Ну, привычная. Погода радует. Шепчет. Самое главное. Venera Hanım, bilgenimiz gibi siz bu günleri böyle bir forumdan, böyle şeyden geldiniz. Rusya'da bir acayip tedbir olup geçti ve bütün Kırım'ını siz anda gösterdiniz. Bu hafta bir-iki sözle tarif etseniz, neler anda olup geçti? Ну, стало хорошей традицией, что мы уже вывозим работы наших учеников далеко, так сказать, за пределы Крыма, и это радует. И особенно приятно то, что мы не просто свою инициативу проявляем и вот говорим, ну возьмите нас, ну покажите нас у себя, а то, что нам звонят и говорят, а вы не могли бы вот привести работы выпускников вашей школы и показать это? Вот это приятно. И последнее, куда вот мы отвезли, и сейчас там работы выставляются наших учеников, это большой международный фестиваль Шупашк-Арт, это Чебоксары. То есть это уже 8-й фестиваль дизайна и декоративно-прикладного искусства. И особенно приятно, что наравне с мэтрами, которые уже состоялись в дизайне, участвуют отдельной выставкой работы выпускников нашей школы. И практическая часть, то есть сама непосредственно вышивка, и теоретические работы, это именно композиции, то, что мастера учатся составлять композиции, читать их, ну, вот этот момент. Mezunlar özleri baralar mı sizlerle beraberlikte, yani bu yerlerge, bu tedbirlerge, forumlarga? Даже не знаю, как сказать. У Алены надо было. Наверное, да. Ну тогда у Алены спросим. Вы часто ездите вместе с Венерой Ханум на подобного вида форумы, представлять свои работы? Ну, не всегда получается присутствовать физически, так как я учусь, у меня много на это времени уходит. Ну, а так, по большей степени стараемся участвовать, жить этой жизнью. Но мы стараемся, чтобы вот особенно, когда здесь по Крыму проходят мероприятия, чтобы все-таки ученики побольше присутствовали там, привыкали, входили как бы в эту вот структуру. Потому что на выезд, ну, тяжеловато и собраться, и с работы отпроситься, и как-то и с финансами. Вот, поэтому в этот момент по Крыму, да, ученики с нами всегда. Venera Hanım, böyle gelecekte nasıl böyle togereklerini geçirmeye isteysiniz, maksatlarınız endi Kırım'da? Ну, наверное, мне особенно хочется сказать вот о чем, что вот когда мы начинали, у нас, ну вот, вообще в любое дело, когда начинается, это сложновато, потому что не всегда есть уверенность, получится, не получится. Ну, как обычно, доброжелатели всякие бывают. И вот в этот момент бывает сложновато, трудно, иногда руки опускаются, ну, как ты думаешь, наверное, может быть, все-таки это вот не то, надо было, может быть, чем-то другим заниматься. А когда уже вот этот момент, как у ракеты, притяжение, вот надо момент притяжения оторваться и преодолеть его, потом уже начинается именно формирование того, к чему стремился, того, чего пытался добиться. Поэтому вот, наверное, вот это, ну, вот, как бы
основное, что ли, составляющая какая-то, которая сейчас греет, что понимаешь, что да, это нужное дело, что действительно усилия в правильном направлении, особенно когда есть результаты. И самое главное, что когда уже мы видим, что наши ученики, они уже работают самостоятельно, как самостоятельные мастера. Ama talebelerge siz yangi şeylerini, yani belki talebeler yangi şekillerini takdim ettiler, belki de siz onlara yangi şeylerini öğretirsiniz mi? Nasıl oluyor aranızda münasebet? А вы знаете, это обоюдный процесс. Потому что вот на Востоке говорят, что когда есть ученик, готов учитель. Потому что ведь если они не будут задавать вопросы, учитель не будет мотивироваться знать больше и лучше. Ведь ученики разные. У нас же ведь не приходят по возрасту ученики. У нас приходят люди разного возраста. Есть у нас и школьники, есть и студенты, есть и взрослые люди. И большой процент, мы ведем статистику, большой процент – это женщины взрослые, которые уже в ранге бабушки. То есть которые задумываются о том, что они передадут своим внукам, какие будут после них оставаться дела, да, вот, и поэтому они приходят, и, конечно, это взрослые люди, они умудренные опытом, у них есть определенные знания, определенная жизненная философия, и, конечно, с такими людьми, когда их обучаешь чему-то, безусловно, уровень знаний нужно повышать постоянно. Вот. И я уже заметила такой момент, когда приходят к нам на какую-то лекцию, попадают выпускники, которые отучились какое-то время назад, приходят и слушают какую-то лекцию, особенно нашу ключевую, по символам, по значениям. Они говорят: ой, мы вот это не знали, а мы вот это не знали. Да потому что я же тоже что-то читаю, что-то добавляю, что-то появляется новое, поэтому, безусловно, каждая следующая группа, она... Ну вот, безусловно, она мощнее, сильнее и больше знает, потому что и мы, как педагоги, тоже меняемся. Мирахла. Алена, расскажите, пожалуйста, а почему вы именно выбрали этот вид искусства? Что вас привлекло, что вам понравилось? Ну, я с детства любила вышивать, шить, вязать. Я находила в этом радость, удовольствие, выражение себя. К татарской вышивке я пришла через университет. У нас в университете есть замечательная хореографическая композиция «Цвети наш Крым», где представлены многие народности, в том числе и крымско-татарский танец. И, естественно, красота этого костюма просто завораживает, от нее нельзя отвести взгляд. И моя одногруппница пошила себе костюм, и была необходимость его расшить. Но так как определенных знаний не было, пришлось искать, где их можно получить, как это можно добиться. И спустя какое-то время я совершенно случайно наткнулась в интернете на страничку, где девушка собирала курсы, говорила, что вот последний набор, пишите записаться. И вот так вот я пришла и научилась. Я очень этому рада, да, что открылась эта новая страница. А вообще Лена занимается балетом, то есть она у нас девушка тоже из искусства, но немножечко из другой области. Венера ханым, сізге суал olacak. Мына бұл күнлері çok более муфтият тарафынан шығарылған более журналларны оқойым. Ve анда yazılған кейер вақыт сіздің анда более мақалелеріңіз шыға. Мақалелеріңізде более Қырым татар әдетлеріне бинайын, более ислам, более нағышлары да кіргізесіңіз. Ve олардың фарқыны ve bizim medeniyetімізге uygunluğunu açıklasanız. По статье, да? Вот. Дело в том, что ну, как бы вот этой потребности в печатном именно моменте, ее у нас очень мало, то есть как бы изученного и описанного. Вот. И когда мы очень плотно, когда мы еще ну, собственно, и сейчас мы в здании муфтията работаем, но непосредственно, когда мы работали в Киберчами, то мы там очень плотно сотрудничали, вот в том числе и с журналом, и вот этот вот такой триптих из одного журнала в другой, такая статья, она прошла. Хотя это маленькая вот такая вот часть того курса, который девочки получают, обучаясь на наших занятиях. Вот. Но
именно вот этот авторский курс, он очень востребован. То есть вот сейчас, в прошлом году я ездила в Казань, сегодня, уже имея отклик, они уже просят, давайте подготовим большое семинарское занятие по этому моменту, и мы вас хотим пригласить, потому что все орнаменты, особенно тюркских народов, они перекликаются. Вот, и поэтому этот, ну, такой благодатный материал, он нужен очень, и я надеюсь, что будет еще дальше использоваться. А вообще большая благодарность муфтияту за поддержку, потому что благодаря им, ну, мы бы так долго не смогли бы вот так хорошо и стабильно как бы двигаться вперед. Вот этот вот момент очень важен. Тап бір бөле суал доға, мұна ислам нағышлары ве қолда тікілген нағышлар да ола біле, ве сіз машина тарафындан япасыңыз. Бөле фарқлары қолай ма машинада çalışмақ, я қолда бұл шелерін япмақ? Вот смотрите, очень часто присутствует такой момент, что вроде как, ну, машина, там ничего делать не надо. Ну, она ж машина. На самом деле, чтобы машина это вышла, это же, ну, как для компьютера программа, она же сама не берется из воздуха. Этот орнамент точно так же прошивается, но только программистом. И чтобы программист это запрограммировал, над ним должен стоять опытный мастер, который про каждый стежок говорит, сюда клади, сюда клади. То есть точно так же программист это все программирует, но только мышкой. А над ним стоит мастер, говорит, нет, не так, чаще, реже, туда наклон, сюда наклон, чтобы стежок сюда пошел, чтобы это потом уже, когда программа написана, и конкретно вот этот орнамент, уже машина будет вышивать сама, уже нужно только стоять, только техническую сторону наблюдать. Но создать его для машины, эту программу, это надо написать. Поэтому вот этот первичный труд, он, конечно, тоже гигантский. И, конечно, он требует затрат, и вы сами знаете, что сегодня написание программы – это дорогостоящий продукт. Вот. Руками вышивать, там свой нюанс. Может быть, сам процесс, вот, наверное, может, нам Алена еще чуть побольше расскажет. Сам процесс, может быть, это уже как бы финальная часть, а подготовительный период, опять же, орнамент создать, да? Да. Вырезать и так далее. Давайте мы Алену попросим, пусть она нам лучше расскажет, как мастер об этом. Ну, когда смотришь, кажется, все так красиво, все так просто, ну, вроде бы ничего сложного. А когда начинаешь готовиться к тому, чтобы создать, действительно проходит очень много этапов до того, как ты действительно начинаешь садиться просто вот вышивать. Нужно сначала определиться с изделием, что ты хочешь вышить. Затем нужно определиться с размером. Под этот размер нужно подобрать орнамент. Также нужно определиться, какой из видов орнаментов. Затем нужно выбрать, что именно ты хочешь пожелать, что ты хочешь заложить в этот орнамент, чтобы он потом работал. Посмотреть, как оно все сходится, не сходится, как оно по композиции строится. Затем идет подготовительный этап, это вырезание, подготовка ткани, подготовка ниток и всего другого. И только потом, через очень большой период времени, ты садишься и начинаешь вот просто вышивать. Когда закончилась самая такая, наверное, яркая, интересная часть, начинается сборка, которая занимает также немало времени, и только потом уже на выходе мы имеем готовые изделия. Я Да. так посидел, подумал, крестиком все-таки легче было вышивать. Это, да, потому что это механическая работа. Шитье золотом – это всегда творческий процесс. Потому что даже если у вас есть эскиз, даже если он уже утвержден, вы все равно в процессе, как мы говорим, нитка диктует. Иногда бывает качество нити такое, что то, что задумал, не получается. И приходится по ходу что-то менять. Либо действительно по ходу открываются какие-то другие качества и свойства тех материалов, которые вы уже использовали. И поэтому профессиональный мастер, он постоянно в творческом процессе. То есть он как раз не машина, что ему задали, то он и делает. Он как раз все это меняет в процессе. Поэтому до последнего момента, даже до момента оформления уже готового изделия, это творческий процесс. То есть мастер там вот часть себя постоянно оставляет. Венера ханым, бөле ішлеріні насыл вақыт ве қай ерде тақдим етмеге істейсіңіз? Bizim Ахмеджитнің сакинлері, Қырым сакинлері. Ахмеджитке келіп өз ішлеріңізді тақдим етерсіңіз. Ну, Симферополь столица, что тут говорить. Первый момент. Второй момент – это
все-таки на наши курсы ведь приезжают девушки, женщины со всего Крыма. Можно, мне, конечно, хорошо, я сижу в Севастополе у себя, все ко мне приехали. Но вот представьте себе, человек, у нас женщина ездила из Керчи, с Армянска вот сейчас ездит, вокруг Симферополя очень много сел и поселков, городов, откуда ездит, с Раздольнинского района, с Белогорска, с Судака. То есть большое количество людей, которые едут. И, конечно, Симферополь удобнее в этом отношении. И вот сейчас со мной вместе приезжает из Севастополя ученица. Вот начнем Хсметол-Савтель преподавать. Еще 2 ученицы будут из Севастополя приезжать в Симферополь. Все-таки это более, ну так вот, географически удобнее. Вот. Ну а время, ну, куда деваться? Это уже часть моей жизни, и я считаю, что говорила неоднократно, не боюсь повторять, что в принципе у нас у всех, ведь во время депортации 46% населения у нас просто ушло в небытие, так сказать. И я считаю, что вот если каждый из нас будет делать за себя и за того парня, я думаю, мы быстро очень наберем нужное количество интеллектуальной собственности и мощи, чтобы состояться как народ, как культура, как культурная единица. Потому что без вот этого усилия ничего не получится. Естественный процесс, как говорится, ну, родились, выросли, что-то сделали, это недостаточно. Нам нужны экстенсивные способы развития, формирования. Тогда будет, тогда действительно мы не будем отставать и тянуться там в конце всех остальных народов. Тем более, что у нас вот эта как бы предпосылка для этого сейчас сложилась. Мы можем, мы хотим, и ситуация, когда идут какие-то изменения, именно в ситуации изменений легче добиться чего-то, чем когда идет какой-то период стагнации, скажем так. Gerçekten de meraklı sözler. Venera Hanım, bizim sübetimiz sonuna yakınlaşa ve sonunda bizim seyircilerimiz için nelerini aytmağa ister ediniz? А я даже не знаю, что. Мало ли здоровья пожелать. Давайте я пожелаю, чтобы... А можно я скажу про выставку? 2 слова буквально. У нас 8 декабря будет в Музее крымско-татарского искусства открываться выставка нашего педагога Халиды Ханым Кипчаковой. Ее персональная выставка, первая персональная выставка, она очень к ней сейчас готовится, и мы все к ней готовимся, потому что мы все хотим ее поддержать, хотим создать для нее этот праздник. Вот я хочу, наверное, желая всем крымчанам чего-то хорошего, вот посетите эту выставку, действительно будет настроение хорошее, замечательное, какие-то, может быть, открытия произойдут, и ну, чувство понимания, что вы находитесь в Крыму здесь и сейчас, вот я думаю, что эта выставка даст. Алена, ваши пожелания телезрителям? Конечно, я хочу пожелать всего самого лучшего, но самое главное, хотелось бы пожелать это не бояться искать себя, раскрывать себя, свои стороны, пробовать и действовать. Спасибо, çok sağ olunuz. Келгеніңіз үшін çok sağ olunuz. İşlerinizde muvaffaqiyet dileymiz. Ve inanamız da birçok kere bizim stüdyamızga keleceksiniz. Çok sağ olunuz. Hürmetli seyirciler, yayınımız devam etmekte. Bizim Nevbet'teki leyhalarımız, rubrikalarımız, süjetlerimiz endi hazır. Olarını seyretmege tek kaldı. Neler hakkında, kırmızı kobalar hakkında şimdi seyretecekmiz. Yok, mermer kobalar hakkında aytalar mağa. Endi yardım ettiler mında rejissörlarımız. Hürmetli seyirciler, şimdi keliniz endi bakay kırmızı mermer kim birinci olacak. Buyurunuz seyretiniz, Millet telekanalından ayrılmanız.